Более 30 социальных объектов в 17 районах республики, построенные на деньги Алроса, продолжают успешно выполнять свои функции. Финансирование строительства новых зданий больниц, школ, жилых домов, спортзалов, центров культур – одно из направлений социальной политики алмазодобывающей компании. Все объекты при этом отвечают современным стандартам качества. В этом убедилась наш корреспондент Саргалана Федорова. Инфекционное отделение Мирнинской ЦРБ вот уже 5 лет принимает пациентов в комфортных палатах. Его возвели на средства компании «Алроса». Здесь созданы все условия для раздельного пребывания и качественного лечения. Здание поделено на 3 крыла – отделение воздушно-капельной и кишечной инфекции и для гепатитных больных. Температурный режим у нас соответствует нормальному нахождению в больнице, нежели был раньше, когда у нас все промерзало. Все здание раньше было, я же говорю, что не было нетипичное для севера, и оно все было промерзшее, потому оно и пришло в негодность. Оно промерзало, на метр было все в инее и в снегу. И все сгнило поэтому быстро. В 2014-м нас осчастливили. Монитор получили мы, который мы можем даже одномоментно снимать кардиограмму сердца, инфузоматы. Способствовать развитию подрастающего поколения, забота о населении – приоритетные задачи, которые ставит перед собой алмазодобывающая компания. Школы, больницы, культурно-досуговые центры и другие объекты – вот неполный перечень объектов, построенных за счет компании. Ежегодно «Алроса» вкладывает на реализацию социальных проектов в Якутии до 10 миллиардов рублей. Строительство объектов финансируется через целевой фонд будущих поколений. За 9 лет «Алроса» перечислила в фонд более 6 миллиардов рублей. И только в прошлом году порядка 1 миллиарда. Интернат для юных футболистов в Нерюнгри тоже возвели при финансировании алмазодобывающей компании. Это стало значительным вкладом в развитие детского спорта в республике. Объем финансирования составил 164 миллиона рублей. В школе более 500 ребятишек со всей республики постигают искусство игры в футбол. Приехал сюда позапрошлой зимой. Меня пригласили сюда. Я сразу, не думая, сюда приехал, так как это единственное учреждение, которое есть поблизости, которое имеет такие условия. Условия в интернате очень хорошие, питание у нас очень вкусное, очень питательное. Спальный корпус на 80 мест для иногородних воспитанников возвели в 2016-м. Здание включает медицинский кабинет, кухню, прачечную и комнаты для подготовки к урокам. Благодаря таким комфортным условиям, в которых проживают наши дети, они не задумываются о том, да, что они будут делать сегодня. То есть режим дня у них настолько плотный, что все их действия направлены только на реализацию любимого вида спорта. Значимость и первоочередность в жизнеобеспечении населения, а также износ существующих зданий здравоохранения, образования – главные критерии при формировании перечня объектов. Работа ведется планово и планомерно. Ныне строящиеся объекты – это многофункциональный культурно-досуговый комплекс в селе Майя Мигина-Кангаласского, поликлиника на 30 коек в поселке Батагай Верхоянского района. В этом году начнут строить культурный центр в селе Барагонцы в Усть-Алданском улусе. Стоит отметить, что «Алроса» вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие региона. 90% налогов алмазодобывающей компании поступает в бюджет республики. Саргалана Федорова, Якутск.